минувшие выходные трагедия случилась в Белорецком районе. При пожаре погибли 4 человека, в том числе 2 маленьких детей. 3-летняя девочка и годовалый мальчик. Ничего не известно пока и о судьбе 2 подростков, которые пропали в Уфе. Их рюкзаки обнаружены на берегу реки. Идет поиск. Конечно, мы верим и надеемся на лучшее. И сейчас хотим привлечь внимание и родителей, и детей. Как предотвратить несчастные случаи, как избежать печальных последствий, как, к примеру, в Белорецком районе. Говорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте. Я представляю гостя в студии Лилия Каримова, заместитель председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям. Добрый день. Лилия Ринатовна, сегодня у нас с вами поводом для встречи стали вот такие вот беспокойные выходные. И в частности в Белорецком районе произошла трагедия. Погибли 4 человека, как я уже сказала раньше, в том числе 2 малолетних детей. Я понимаю, что сейчас идут следственные действия, меры и так далее, да, идет следствие. Но уже наверняка понятно, есть предварительная причина пожара. Да, к сожалению, у нас в минувшие выходные произошел пожар. Как вы уже озвучили, 4 погибших, 2 детей. Предварительная пока причина – это неосторожность при курении, но следственные мероприятия ведутся, поэтому окончательная причина неизвестна. Когда случился пожар, как это случилось, все, как произошло? Получается, в ночное время суток поступило сообщение о том, что произошел пожар в жилом доме, горит жилой дом в Белорецком районе. Дом сгорел моментально. По выдаче АПИ у нас в данном доме АПИ не был установлен ввиду того, что данная семья не была там прописана и под категорию выдачи извещателя она не попадала. Муж, работая вахтовым методом, находился на рабочем месте, супруга, 2 детей, дедушка, они находились дома, к сожалению, погибли. Но семья благополучная? Семья на учете как неблагополучная не состояла, то есть можем говорить, да, о том, что она благополучная. Давайте расскажем для наших телезрителей. Вот сейчас вот такой переходный период, по погоде я имею в виду, да, когда днем вроде бы тепло, а вечером уже холодно, и какие-то мы обогреватели включаем, печи топим. Вот еще раз проговорим те правила безопасности пожарной, которые стоит соблюдать. Да, основные правила безопасности – это особенно в осенний период и весенний период. Да, сейчас, когда переход через 0 и ночью, может быть минусовая температура, днем плюсовая. Рекомендации для жителей как частных домов, так и квартир. Не включать одновременно несколько электронагревательных приборов. Ни в коем случае не оставлять на плите еду без присмотра, да, готовящуюся. Если вы проживаете в частном доме, то необходимо позаботиться о том, что печное отопление у вас в работоспособном состоянии. Также не оставлять без присмотра. И также рекомендации детишек одних оставлять нельзя. Если говорить о печи, если вдруг используется печное оборудование, вот как мы говорим, да, или печь элементарно, что нужно сделать для того, чтобы не произошло возгорание? Но при подготовке к осенне-зимнему периоду, мы уже многократно повторяли, печь должна быть, поверхность печи, да, побелена должна быть, никаких трещин не должно быть, и место топки должно быть оборудовано. Например, даже какая-то алюминиевая, железная досочка, да, должна быть. Вдруг, если искра упадет, то чтобы она не загорелась. То есть вот такие элементарные правила могут обезопасить, да, нас всех от пожара. И еще одна история, которая сегодня тревожит нас, это 2 подростка, которые пропали, и сейчас их поиски ведутся. Давайте расскажем об этой истории. На каком сейчас этапе? Есть ли надежда? В минувшие выходные поступило сообщение в центр ЦОВ 112 от матери о том, что 2 подростка 2010 года рождения, 13 и 14 лет, ушли на прогулку в районе 14:00 в городе Уфе, недалеко от детского лагеря «Чайка». И к вечеру уже связи не было с детьми. Мама, соответственно, обратилась по номеру 112, описала ситуацию в следственные органы. С этого момента, с вечера субботы, начались поиски, привлечены спасатели, как Госкомитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, так и Управление гражданской защиты города Уфы. Кинологи наши работали на прибрежной территории, акватории, привлечены добровольцы, волонтеры. То есть поиски ведутся по сегодня. Порядка 270 человек в общей сложности работают как в акватории, так под водой, так и на прибрежной территории. К сожалению, на сейчас пока поиски положительных результатов не дали. Ну вот рюкзаки у ребят обнаружены. Да, рюкзаки обнаружены вдоль берега. Это, в принципе, все, что есть.
А водолазные работы продолжаются? Водолазные работы ведутся, да, они продолжаются. Сегодня спасатели управления гражданской защиты города Уфы на месте работают с утра. Лилия Ринатовна, мы сейчас не будем говорить о том, что могло бы быть, есть ли надежда, что случилось, потому что предполагать сейчас очень сложно. Но давайте расскажем о том, что именно наступил такой период, опять же, когда лед уже не такой толстый, ходить по реке опасно. Да, наши рекомендации, что весенний период, сейчас у нас устойчивая погода несет неустойчивый характер, в том плане, что ночью может быть минус, так и плюс. Переход через ноль уже у нас наступил с субботы на воскресенье, сегодня также будет плюсовая температура. Соответственно, лед рыхлый, тонкий. И находиться на льду категорически опасно всем. И детям, и рыбакам мы рекомендуем, что нельзя выходить на лед. Лед рыхлый, соответственно, он трескается моментально и без звука. Поэтому наша рекомендация — выходить на тонкий лед нельзя. Если вдруг нужно выйти на лед, ну вот мало Сейчас это категорически запрещено. То есть, если у нас и ледовые переправы все закрыты уже не просто так, да, потому что толщина льда уже небезопасная. Но вот иногда еще бывает не дождь, а снег вроде бы выпал и запорошило. Вот это и есть опасный момент, что на льду снег, и люди могут не понять, не определить, что водный объект уже начался, да, а под снегом лед. Вот этот момент тоже является опасным. Если наступить на этот снег, тоже можно провалиться. И это происходит моментально, и да, человек это уже... происходит моментально, и данный лед, он рыхлый и без звука, без треска, то есть он проваливается мгновенно человек. Что делать? Вот давайте рассмотрим этот момент. Если вдруг провалился, есть какой-то шанс? Да, если вдруг все-таки провалились под лед, в первую очередь нельзя паниковать. Необходимо, то есть пытаться встать и бежать по тонкому льду тоже нельзя. Необходимо принять, получается, горизонтальное положение, да, руки, ноги так горизонтально, и перейти, облокотившись на лед, где есть более-менее ровная поверхность, да, и уже следовать обратно по тому же маршруту, по которому вы шли. То есть не идти пешочком, надо ползти. Это, конечно, самое, наверное, непростое в этой ситуации. Согласна. Это не паниковать. И если вдруг произошла, да, ситуация, если вы являетесь очевидцем данного происшествия, необходимо незамедлительно позвонить по нашему единому номеру 112. Если сейчас говорить в целом о том, что началось таяние, сейчас уже начался, можно сказать, что паводок начался, и какие сейчас, в каких районах уже непростая ситуация в этом плане? Да, уже можно сказать, что паводок начался. У нас контрольные случаи есть подтопления, пока что они идут талыми водами. У нас вскрытие рек ожидается на 2-4 дня раньше среднемноголетних значений, со 2 по 8 апреля, это по данным Башгидромедцентра. Но тем не менее, на сегодня мы уже регистрируем случаи подтопления от талых вод. Ряд муниципальных районов проводят превентивные работы, это те, которые в районах, где находятся заторопасные участки, например, да, проведены такие работы, как чернение, пиление, взрывные работы. Ситуацию в целом держим на контроле. Сколько уже участков, в скольких районах есть случаи подтопления? На сегодня на утро на контроле находится 5 случаев затопления на территории 5 муниципальных образований. Это 2 участка дороги и 3 низководных моста. Это у нас районы Миякинский, Кушнаренковский, Чешминский район, Миякинский, так это сказала. Но в принципе везде там, где участки дорог подтоплены, имеется объездная дорога. Вот по прогнозам Башгидромедцентра, по прогнозам синоптиков, насколько серьезно ожидается паводок, все-таки если взять в расчет количество осадков? Если брать среднемноголетнее значение, в этом году высота снежного покрова, глубина промерзания почвы и запасы в снежном покрове у нас выше среднемноголетних значений. И, соответственно, все зависит опять-таки от погодных условий. Да? Если будет дружная весна, как мы все называем, это резкое потепление, резкий переход через ноль, то да, резкие подъемы уровня воды на степных реках, на горных реках, они неизбежны. Но в целом, по данным Башгидромедцентра,
повышение уровня рек наблюдается на уровне среднем многолетних значений. Например, вот в городе Уфе на реке Белый, монумент Дружбы, в этом году уровень ожидается 650-750 сантиметров. Население мы об этом уведомляем, информируем заранее, заблаговременно, что нужно подготовить необходимые вещи, да, запас еды, воды, документы. И вообще, в принципе, все населенные пункты, которые находятся на низменных территориях, мы рекомендуем имущество перенести на, например, чердак дома, да, и имущество, которое невозможно перенести на более возвышенные участки, закрепить в случае, если будет подтопление, чтобы не унесло течением. А если есть домашние животные, то тоже их перевести на безопасные участки. Пункты временного размещения есть в Башкортостане? Да, конечно. Согласно реестру утвержденному, у нас всего 276 пунктов временного размещения на период весеннего половодья. Все они находятся в готовности в случае, если придется, да, эвакуировать население, которое проживает на низменных территориях, то пункты временного размещения готовы к приему граждан. Спецслужбы работают в усиленном режиме в эти дни? Да, именно на период всего весеннего половодья все службы экстренные в усиленном формате, сил и средств в целом достаточно по республике и по ведомствам. Ну и наверняка проводили рейды, готовы ли население именно знают ли, проводили инструктаж, готовы ли население к паводку? Да, безусловно, подворовые обходы проводятся нашими сотрудниками Госкомитета Республики по чрезвычайным ситуациям. Помимо наших сотрудников, муниципалитеты тоже проводят подворовой обход, проводят разъяснительную беседу с населением, информирование у нас как бы на должном уровне. В случае, если вдруг будет резкий подъем уровня воды, мы можем подключить региональную автоматизированную систему централизованного оповещения, с помощью которой можем оповестить население. И там, где отдаленные, например, населенные пункты и нету системы оповещения, есть у нас подворовой обход в момент, да, подъема уровня воды, и также с помощью громкоговорящих устройств на автомобилях мы можем проинформировать население. Лилия Ринатовна, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали о том, какова в принципе ситуация, и мы попытались предотвратить те несчастные случаи, которые зачастую происходят по элементарной халатности и невнимательности. Спасибо. Я напомню, это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.